теоретико-методологические основания. То есть, как вести исследовательскую работу, научно-исследовательскую работу. С чего начинать? Бывает так, в жизни бывает так. Ну, закончил вуз, приняли молодого парня или девушку в научно-исследовательский институт, или же на кафедру в университете. Ну, а там требуют научную работу. Мы на кафедре над такой темой работаем. Вот тема нашей кафедры. В рамках этой темы ты будешь работать. А он не специалист по этой теме. Или специалист. Если специалист, ему легче. Если не специалист, то это проблема. Ему мучается год, там, 2-3, мучается. Пока он созреет по этой теме, 1 год проходит, 2 года, 3 года, 5 лет. Моя практика говорит, так и некоторые не доходят до темы, не добираются до темы. Если опытный научный руководитель, он говорит, вот тема, этим я занимаюсь, это мое направление, давай разрабатывай. И он его консультирует, помогает. Если он его с первого курса, когда учился в вузе, взял себе под крыло, он после окончания вуза, он уже половину диссертации своей написал, потому что его дипломная работа – это половина его диссертации. Я так делал. Это моя методика. И таким вот образом я подготовил 20 кандидатов наук и 5 докторов наук. Я думаю, что это неплохой результат для нашей республики.